А военно-патриотический слет имени Героя России Александра Алексеева вновь собрал ребят со всей республики в живописном месте под Ухтой. Он стал первым после вынужденного перерыва из-за пандемии. Участие приняли около сотни воспитанников военно-патриотических клубов Ухты, Сосногорска и Емвы. Подробности у Виктории Науменко. Слет проходит в этом живописном месте в 300 метрах от устья реки Чуть уже с 2006-го. Из-за пандемии традиция прервалась на 2 года. А потому этих соревнований ждали с особым нетерпением и участники, и наставники. Соскучились. Поэтому с огромным желанием сейчас участвуем после этого перерыва. Это целое событие. Это и соревновательная практика, это и общение, это новые знакомства, друзья. Обед, приготовленный на костре, ночевки в палатках, военно-патриотический слет – не просто соревнование, а настоящий праздник для ребят. 2 дня походной романтики ежегодно привлекают даже конкурсантов прошлых лет. Многократный участник слета Кирилл Барыгин окончил школу 3 года назад и уже работает в пожарной охране, а на соревнованиях теперь в качестве волонтера и члена жюри. Я возвращаюсь сюда, чтобы почувствовать ностальгию. Команда наша ездит, я вместе с ними. Чувствую, как будто бы раньше, как будто я до сих пор в составе команды. Впрочем, соревновательная часть расслабляться не дает. Туристическая и военизированная полоса, сборка и разборка автомата, стрельба по мишеням, метание гранаты, ориентирование на местности, вязание узлов, спуск, подъем по веревке, вязка носилок и транспортировка пострадавших. Такую программу осилит не каждый взрослый, а этим мальчишкам и девчонкам она под силу. Естественно, не без усердной подготовки. Тренировались очень долго, очень упорно, просто до последней капли пота. Сборка-разборка автомата, тренировались на веревках. За сколько собираешь автомат, разбираешь? За 30 секунд. Те, кто младше, они получают опыт, и я думаю, что в дальнейшем они приезжают. Многие уже были 2 года назад, то есть они и сейчас приехали. В общем, когда они приходят в армию или там учатся в военных училищах, им учиться ничего не надо, они все это умеют. 2-дневные испытания выявили сильнейших. Лучшими в командном зачете стали юноармейцы школы номер 22, а капитану их команды достался спецприз – велосипед от имени вдовы Александра Ивановича Алексеева Елены Михайловны. Вторыми стали кадеты из школы Сосногорска, третьими – команда Ухтинского лицея номер 1. Но все участники здесь настоящие бойцы, готовые к полевому быту, суровым условиям, знающие, как вести себя в чрезвычайных ситуациях и помочь ближнему. Тот подвиг, который совершил Александр Иванович, отдав свою жизнь, спасая своих друзей, вот на таких слетах, вот такие вот вещи, когда там, в каких-то соревновательных моментах, может, кто-то попал в беду, чтобы дружеская взаимовыручка была. Вот это все это вот учит, поэтому я считаю, что оно не только для Ухты, практически, так как она республиканская, для всех тех, которые приезжают сюда и участвуют в этом слете, для них она очень полезна. И хотел бы, допустим, чтобы этих команд стало все больше и больше. Мы готовы принять и большое, огромное количество с каждого района. С 2006 года в слете имени Героя России Александра Алексеева приняли участие более 1000 ребят. По мнению организаторов, лучшее, что можно сделать в память о подвиге, самому быть готовым к смелым поступкам. Эти мальчишки и девчонки доказывают это каждый год. Прежде всего, самим себе. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.